Всем привет, дорогие друзья! Наконец-то почти ледоход, но не очень, конечно, полномасштабный, но пока еще сегодняшний день тронулся. Вот там, конечно, немножко крупный лед, вот, а тут мелкие плывут, конечно, но не очень. И там остров, там, конечно, держится остров. Вот, конечно, очень крупно идет. Но посмотрим, как будет. Сегодня 11 апреля 2026 года. Ну, наконец-то, конечно, считается ледоход. Слава Богу. Сегодня немножко потеплело. Но заморозки, конечно, будут еще ночью. Нулевая, даже -1. Но это посмотрим. Сейчас, конечно, вам, конечно, будет интереснее, как будет разбивать, толкнется лед на лед. Вот видите, она крупная, почти полностью закрыла лед. А тут, конечно, все почти уже застрялся в берегу. Вот. А эти вот 3 дня было заморозки, еще замерзла лед. И толщина где-то даже 4-5 сантиметров толщина за 3 дня. Даже 4 дня было. Вот. Вот видите, сейчас там, конечно, толкнет, вот, разбивает берегу. И извините, что руки мои дрожат. А что поделаешь? Штатив с собой не взял. А сейчас посмотрим, как будет на этом лед на лед. Удар какой будет. Но течение быстрое. Где-то, ну, не знаю, 2-3 километра в час. Но сами вот так прямо снимаю. Видите, какая она идет, лед. Очень быстро. На вода, конечно, половодье еще потихоньку начинается сегодняшний день, потому что у нас 4 дня было морозы, -10 градусов ночью было, а днем теплее. Но сегодня даже еще теплее. Завтра, послезавтра еще теплее будет. Сейчас давайте, сейчас удар будет, наверное. Сейчас посмотрим, как будет удар. Вот на этом толкнется лед на лед. Но не очень. Немножко. Но это ничего, начало. Это, конечно, там, конечно, держится, вон там, где остров. Вон там, конечно, остров. И там все разобьет. Сейчас дальний снимок я вам снимаю. Но как будет видно вам. Сейчас приближаю. Но это считается, конечно, айсберг.
столкнется лед на лед. Сейчас поближе сейчас. Неудобно, вот руки дрожат, просто неудобно. Ну ничего. Это начало. Это считается, конечно, начало. Дорогие друзья, сегодняшний день будет, но когда будет полномасштабно, даже на реках будет белый лед. Это уже считается полная, уже тронулся лед. А сейчас пока мелочь. Вот. Там на поворотах тронулся, а там на поворотах осталось еще. Там крутой поворот. Влево и вправо, потом опять направо. Потому что у нас река не прямая, а очень много крутые повороты, как змей. Так. Другая река. Тут почти уже полная открытая. И сразу вам скажу, тут очень крутые повороты. Вот там, конечно, деревня Зулов. И там очень крутой поворот. Вот. И снова направо и потом налево. Вот сейчас поближе. Вот там, конечно, лед еще есть. И вот на этом месте, конечно, еще есть. А тут, конечно, полностью уже открытая. Вот. Я, конечно, извините, что ветер дует. А что поделаешь? Теплый ветер стало. Очень теплая. Скоро у нас даже щери утки или селезни уже есть. Я видел, на поле сидели, где лужа, небольшая лужа, там есть уже. Сегодняшний день я видел 11 апреля 2020 года. Вот. Но, конечно, на другой берег, вот видите, без бинокля вообще не увидишь их. Они, конечно, щери утки, да, они видно плохо. Вот. Но у них, конечно, где шея, вот, или на живот у них белая, но бело-черная. А щери, совсем щери они. Вот. Но у нас, конечно, Республика Коми, конечно, если считать, не все у нас. Вот, скажем, сибирская утка. Так, дальше. Дальше, по-моему, ну, обыкновенная. Да, это да. Дальше не знаю, дальше, наверное, вот, скажем, селезни, щери утка, обыкновенная утка. И, ну и, конечно, обыкновенная гага. Это так называется. Но гага. Потому что она постоянно гага. Вот и их назвали так. Вот.
Ну и если кто еще знает, белоклюковая, но она у них, конечно, как клюква, утка, но гагара называется. Вот. Ну и, конечно, если кто еще знает, но у нас таких нету в Коткородском районе, красножопая. Но не жопая, а это буква жобая, красножобая, а не жопая, а жобая. Вот. Таких у нас нету. И очковая гага. Но, конечно, я могу... у нас таких нету, если так сказать. Вот это я не помню, какое название. Утка, который очень шумно летит. Он свистит, как будто истребление. Но его я не знаю. Но это могу узнать. Я знаю, но забыл, какое название. Просто у меня память не все, потому что я, конечно, не постоянно охотник. У меня с собой не имею оружия. Если я имел оружие, я всех видов, всех уток бы знал наизусть. И про это я еще на охоту не бываю. Вот и я не имею, как у них название, но название больше знаю. Серые утки, селезни, постоянно там. Ну и гуси, лебеди, это 100% знаем, детство. Все, давайте. Поехали дальше. Так, ребята, тут, конечно, поворот, и все лед сюда. Вот, немножко, вот, очень крутой поворот, течение очень даже, вот. Но, конечно, мелкие кусочки, конечно, лед держится. Вот, и там озеро. Но это скоро все тронется. А когда будет на реках как белый лед, это уже полностью от начала, ну, скажем, село Невишера и деревня Алексеевская. Там, конечно, начинается, но там дальше еще. Там уже кончается даже река. Вот. То есть, но там уже река называется Невишера, а который река Вишера, с двух сторон идет река. Тут у нас считается река Вишера, одна река идет. А где приближается Вишер, село Богорос, там уже с двух сторон река идет. Но это очень важно, конечно, снимать. Ледоход, конечно, почти уже считается полная, уже тронулся. Но половодья еще мало. Половодье даже вот сюда даже бывает. Вот видите,